Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Что такое рай и ад? Когда наступит судный день? Мы продолжаем уроки по книге Гайбадат Исламия, и тема урока «Судный день, воскрешение, рай и ад». Этот мир и все, что в нем есть, люди, животные и все остальное, тленны. Однажды все живое на этом свете погибнет. Этот день называется концом света и судным днем. О том, когда он наступит, известно лишь Всевышнему. Когда все живое погибнет, Всевышний воскресит все народы. Истлевшие части тела соберутся воедино и станут такими, какими были при жизни. Затем каждый человек оживет, словно пробудившись после сна, восстанет из могилы и направится к месту сбора. На месте сбора ангелы Всевышнего Аллаха будут измерять деяния людей на весах справедливости и определять награду и наказание. Все неверующие отправятся в ад, а те из верующих, кто безгрешен, и те, чьи грехи будут прощены, попадут в рай. Верующие, чьи грехи не будут прощены, попадут в ад и получат наказание за свои деяния. По окончании наказаний они покинут ад и войдут в рай. Все неверующие навечно в аду, а верующие в раю. Рай и ад. Рай – это украшенный роскошными дворцами и полными плодов садами дом блаженства, где текут сладкие родники и реки. Описать все прелести и блага рая невозможно. Попавшие туда праведники удостоятся таких благ и почестей, которых мы себе и представить не можем. Рай вечен. Люди, попавшие туда, никогда не умрут. Они будут освобождены от горя, печали, боли, болезней, неудобств и плохого настроения. Вошедшие в рай будут видеть свет Всевышнего Аллаха. Что же касается ада, то это дом преисподней. Попавшие туда будут наказаны огнем и другими карами. Грешников, которые при жизни совершали благие дела, будут подвергать более мягким видам наказаний. Притеснявших и издевавшихся над людьми или животными грешников в аду ждут великие кары. На следующем занятии мы поговорим о самом величайшем творении Всевышнего Аллаха, о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.